Они съехались в Польшу, чтобы поговорить о свободе слова, толерантности и демократии. Более 1000 представителей разных стран демонстрируют заботу о соблюдении фундаментальных прав и свобод человека. Однако, как только начинает говорить крымский журналист, микрофон отключается. Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги. Меня зовут Мусаев Эрвин, Республика Крым, Российская Федерация. Я крымский татарин. По порядку введения. Протест Украины поддерживают другие демократические и толерантные страны – Канада и Австрия. Делегаты из Оттавы в своем рвении защищать права и свободы граждан даже предлагают вывести из зала представителей Крыма. К сожалению, дать слово представителю из Крыма, человеку, который живет в Крыму 20 лет, который хотел рассказать действительно правду, не получается. И, к сожалению, говорить о свободе слова не приходится. Да? И я вот как крымский татарин, многие говорят об ущемлении прав крымских татар, да, и вот мне, как крымскому татарину, на мировой площадке не дали слова. Это, конечно, является нонсенсом. И очень жаль, что сегодня дипломатия мировая, да, мировая политика, общественность так отрицательно выполняет свои роли, хотя их задача состоит как раз в объективности и в достоверности. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский называет произошедшее в Польше неуклюжей и уродливой попыткой ограничить истинную свободу слова и лишить основных и незыблемых прав человека и гражданина людей, которые говорят правду, только правду и ничего кроме правды. Я абсолютно не удивлен такому поведению европейских чиновников от демократии. Точно с такой же ситуацией я столкнулся, когда сам приехал на аналогичную конференцию несколько лет тому назад. Словосочетание «Республика Крым», Российская Федерация действует на всю эту свору европейских дипломатов так же, как осиновый кол на вампиров. И все же крымчане сумели прорваться к микрофонам, выступить и донести правду о республике. Редактор телеканала «Крым-24» Дмитрий Михайлов умудрился рассказать о том, что в Крыму действительно нарушаются права и свободы граждан Украиной, организовавшей энергетическую, транспортную, водную и информационную блокаду полуострова. Последние 4,5 года у нас было несколько атак на Крым. К сожалению, это были в основном внешние атаки, и они были инспирированы Украиной. Так называемые блокады. Посмотрите в интернете, что такое энергоблокада, что такое водная блокада, что такое транспортная блокада. И, конечно же, так называемая информационная блокада, to the media, okay? Информационная блокада – это то, что пытаются представить украинские пропагандисты, говоря о Крыме, как якобы об оккупированной территории, хотя мы все прекрасно понимаем, что в марте 2014 года был сделан выбор людей. И это действительно факт. Мы стараемся тем, что мы сюда приехали по российским паспортам, мы стараемся пробить информационную блокаду. Спасибо. Смогла высказаться перед участниками конференции член Общественной палаты Крыма Анжелика Лучинкина. О какой объективности в отношении Крыма можно говорить, если информация идет из одних уст и переворачивается в разных СМИ разных стран? Это неправильно, это неэтично по отношению к жителям Крыма. В 2014 году Крым совершил осознанный выбор, и волеизъявление было осознанным, нравится это кому-то или не нравится. Приедьте и получите эту информацию сами, не передавайте фейки из уст в уста, не нужно строить параллельную реальность. И спросите у каждого жителя Крыма, что изменилось за это время, что произошло и как они относятся к сегодняшним событиям. Генеральный директор телеканала «Милет» Эрвин Мусаев получил возможность выступить уже вечером вторника. Он рассказал о работе телекомпании и радио «Ватан Седосе». Подчеркнул то, что журналисты «Милета» свободно освещают общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь Республики Крым, информируют о событиях на полуострове и за его пределами на 2 государственных языках – русском и крымско-татарском. Дамы и господа, коллеги, сейчас мы обсуждаем вопросы, которые касаются и Крыма, и касаются моей родины, потому что я крымский татарин. Этот вопрос касается моей семьи, моих родных, близких. Ну, простите, если я слишком эмоциональный, но я бы хотел задать один вопрос. Кому из вас запрещают приехать в Крым? А если не запрещают, почему вы не приезжаете? У нас в гостях были представители Германии, Словакии, Чехии, Австрии, Филиппины, Турции, стран Африки. Общались с людьми, смотрели, как изменился полуостров. Приглашаем
вас, приезжайте, мы с радостью примем вас и будем рады видеть вас в гостях на телерадиокомпании. Со своей стороны гарантирую, что мы вас угостим вкусным крымско-татарским кофе и ждем вас в гости. Приезжайте для объективной информации и получения правдивой информации с первых уст. Спасибо. Делегация из 8 крымских журналистов и общественников прибыла на конференцию ОБСЕ в Польшу для участия в работе Бюро по демократическим институтам и правам человека. В этом году в Варшаве планируют обсудить вопросы по соблюдению прав человека и демократии, а также специально отобранные темы о свободе средств массовой информации, правах мигрантов и борьбе с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией.